49. Масло. Сколько тут? 0,9. Так. Так, апельсины, мандарины, лимоны. 340, да? Яблоки. Так, а что у нас хлеб? Батон 71, да? Нормально. Так. Больше что-то ничего тут нету хорошего. Так, а что стоит яйцо? 159, да? 160. 5 рублей. Это борные. Угу. Так, интересно. Тут... Так, это мясо, сосиски, да? Это что за пачку, да? О, есть, смотрите, какие чудные сосиски. По красной цене за 300 грамм. Надо их взять. 3 штуки возьмем. 75 рублей. 300 граммов. Это хорошо. Так. Так, что у нас тут еще? Фор. Это есть? Скумбрия. Скумбрия. Горбуша. Это что? Золотая фишка какая-то. Не знаю, какой вес. Так, а масло что у нас? Масло 178. Что? И 224. Чем отличается? А, это шоколадное. И такое, да? Короче, 180 рублей, да? Масло стоит. Это пятерочка. Так, а такое 296. А сколько тут? 180 грамм. Ну, 300 рублей какое-то. Кокосовое даже есть еще масло. 194 рубля. Вот это я что-то для жарки и выпечки. А, его так нельзя есть, да? Так. Что тут еще хорошего? Пельмени. Молочко, смотрите. Поставят и не пройдешь. Не проедешь. Так, молочка-то почем у нас? 164, молочный дождик. 2,5. 130. 215. Молоко простоквашино. Литр. А такое 139. А это 199 вообще. 200 рублей. Молочный дождик. Ничего себе. Вот сюда. Литр, что ли? Литр, да? Одуреть можно. Просто одуреть. Какао жутко подорожал. 177 рублей. Ну-ка, картошка почем? 48. Ну, что-то подешевело. 48 рублей килограмм фасованный. И 70. Во. Такой кулек сколько стоит? Кило? Непонятно сколько стоит. Кило, короче, ну, килограмм здесь вот. Так, ну что, зашел я в терочку. Это открылась она у нас в апреле месяц этого года. Сколько это? Полгода прошло. Полгода прошло, да? Вот. А цены выросли-то довольно хорошо за это время. Я помню, сахар продавался что-то у них по 70 рублей, что ли, первоначально. А сейчас уже 100 рублей. То есть рост на 30 рублей. Ну, за полгода я думаю, что это прилично. Также яйца. Яички стали дороже. Ну и все. Молоко что-то у них вообще, я не пойму, какие-то цены ненормальные. Ну, может быть, потому что они покупают у молочного дождика здесь, у местного производителя, поэтому они и
надбавку еще свою, поэтому у них и дорого. Ага. Хотя ихнее тоже молоко дорогое. Масло вот тоже, как видно, ихнее тоже 170, 180 рублей, да? 180 грамм, блин. Как 1 грамм, короче, рубль, да, стоит. Масло уже. То есть килограмм. Это все у нас. Это вообще сумасшедшие деньги какие-то стоят. Ну что, а как без масла сейчас жить, я не знаю. Кто-нибудь без масла может прожить? Масло-то надо кашу приготовить. Туда же вы не маргарин будете ложить, класть. А масло вам надо. Да и маргарин же это вредная еда. Ее кушать-то нельзя. По сути дела, если вы свое здоровье как-то следите за своим здоровьем. Да. Так что вот таким образом. Ну, в целом, смотрите, в Якутске вообще тепло. Я не знаю, в прошлом году какая была погода в это время. Ну, по-моему, было холоднее. Если кто помнит, в ноябре какая была погода, напишите. В прошлом году или позапрошлом. Ну, сейчас вот 12 градусов. Минус 12. Тепло. Вот я иду спокойно, без даже перчатки не одел. Холода, ветра нету. Вообще нормально, даже по кайфу, так можно сказать. Ой. Так, ну вот мы проходим тут кварталами. Тут вот эти высотки большие. Сколько это? Тут 16 этажей дом. Здоровенный. Здоровенный. Тут стена вот такая. Вот тут позасыпало у нас все снегом, естественно, уже. Стало красиво. Всех вот этих вот не видно дефектов. Тут грунтовая дорога вообще. Ямы, лужи. А сейчас вот смотрите, присыпало ее снежком, накатали машины, люди тоже. И стало, смотрите, как красиво все. Ну вот в этом мне зима нравится в Якутске, что как-то вот так вот становится красиво все, засыпает все неровности, вот как бы. А зима у нас, смотрите, ну вот с октября, да, с октября по апрель месяц, ну практически полгода. В апреле только таять начинает. Машин, смотрите, сколько. Ой, так, как мне тут вот так вот пройти? Показываю вам пути. Такие, которые не можно ходить более быстро, чем по улицам. Улицы это шумные, пыльные, грязные. Так вот можно между домами ходить, внутри квартала. Ну, короче, какое-то теплое состояние погоды вот нынче. Я потому что помню, уже в конце ноября было что-то за минус 30 в конце ноября. Ну, сейчас у нас 11. Кстати, сегодня у нас как это, черный понедельник, или как называется, вот, торговцев-то. Можно что-то прикупить со скидкой хорошей. Ну, если реальная скидка, а не так, имитация скидки. Вот, это мы вышли на улицу Короленко. Улица Короленко. Вот тут был дом, деревяшка такая двухэтажная. Я ее постоянно тоже, когда ходил, снимал. Ее этим летом убрали уже, снесли. Ну и все, участочек огородили. Вот так вот можно, короче,
Сейчас что там будут делать, пока не ясно. Хотели вот такой вот большой дом там построить, по-моему, тут рядом. Но, по-моему, от этой идеи отказались. Потому что тут участочек так маленький, как бы. Тут надо вообще какой-то скверик, я не знаю, что-нибудь такое сделать. Хотя тут рядом парк, но все равно, я думаю, не помешало бы какой-нибудь памятник поставить, скверик, лавочки. А то у нас все застраивают. Какой-нибудь пятачок появится, его застроят. Хотя могли бы там какой-нибудь, ну, не знаю, для людей, чтобы там посидеть, просто отдохнуть. Так. Накатано стало. Тут машины накатали, поэтому надо очень осторожно двигаться, перемещаться. А то можно грохнуться с неизвестными последствиями. Так, ну вот это улица Лермонтова. Улица. Вот это вот Короленко или там Стадухина идет улица. Я уж точно не помню. С этой стороны здесь рынок крестьянский, продуктовый или сайсар, или как он называется, сайсары. Сайсары. Там торговый центр Айсберг. Ну и парк культуры и отдыха. Куча магазинов здесь. И мы сейчас будем переходить с вами дорогу. Можете посмотреть, как Якутск выглядит на состояние 11 ноября. Я давно не снимал видосов, да, я давно не снимал про город. Вот сейчас вот для вас специально снимаю. Да, вот тут вот дом стоял, кто помнит. Вот это вот деревяшка с таким крыльцом и балконом там. И тут шестерка, пожалуйста, можно на шестерке поехать. Но я просто прогуляюсь, пока у меня телефон не особо не замерзает. Потом будет холоднее, естественно, будет сложнее уже записывать, потому что телефон просто промерзнет и выключится. А промерзнуть он может, не знаю, за 5-10 минут. И все. Потом его, пока не отогреешь, толку от него не будет никакого. Видали, какую домину построили? Мощную. Даже подсветку такую. Сейчас что-то она не светится, что ли. Вот на этом. Тут рядом тротуар. И тут даже подсветка горела, я помню. Ну, сколько, года 2 уже прошло с момента постройки, она уже не горит. Или, может, в зимнее время ее выключают. Вот здесь вот у нас такой перекресток. Это улица Курашова получается, да, и Лермонтова тоже интенсивное такое движение, тут движуха мощная, постоянно причем 24/7. С этой стороны здесь у нас вот это вот, здесь рестораны разные, Кабан, Китагава, винотека, вот там пекинская утка, короче. А вот здесь вот там, видите, маленький такой магазинчик, мороженое сластена. Вот, кому хочется мороженого, недорого как бы, может зайти и вот там вот без посредников купить. Потому что в других местах оно дороже будет, ну если это перекупы, естественно. Так. Ох, как долго ждать-то мне тут. Видите, да? Пока еще морозов нету, поэтому люди ездят на своих машинах. А, кстати, я так вот сделаю сейчас. Перейду дорогу здесь. Заодно вам поснимаю. Думаю, что интересно будет. Здесь тоже магазинчик вот этот.
А вот это вот МЖКовские дома, кто помнит, это еще в советское время, в 80-х годах их строили. А там дальше Якутская республиканская больница. Тут Сахаместрак, Фикс Прайс, какое-то агентство недвижимости, Эрценник. А здесь вот в этом доме раньше был большом завод по ремонту телевизоров, а сейчас тут Якутская ювелирная компания. Вот так вот. Так, все, переходим аккуратненько. Аккуратненько. Вот Фикс Прайс тоже заходил, тоже там цены выросли. Не знаю, в Якутске дороже процентов, я не знаю, вот товары, да, вот Фикс Прайс, да, вот здесь вот, есть. Я просто сравнивал, допустим, с Новосибирском или другими городами России. Они где-то процентов на 40 дороже, то есть почти наполовину. То есть там, допустим, я вот видел одно зеркало, да, там, оно в Новосибирске 180. О, смотрите. Ой, беда. Ой, беда, на ровном месте. Это капец какой-то. Ой. Спереди. Нафиг. Вот так вот пройдем. Шлифует, видите, да, что-то встал и не может. На ровном месте. Капец, да? Шлиф машина. Вот полирует, еще будет это. И опасно он так что. Ой, боже мой, а. Боже милостивый. Вот что значит шину не поменяли вовремя. На зимние не поставили. Бедолага ездит на старых летней резине. А у нас, как, смотрите, видите, да? Накатано. Машина проедет, она накатает. Ну, как коньки. Можно коньки встать и на коньках кататься. Кстати, вот снежочек тут свеженький повыпадывал. Ну и когда снежок падает, он все-таки воздух чистит как-то. Легче дышится, спокойнее. Так, а вот здесь вот, кстати, оптика. Аптека муниципальная. Вот здесь вот оптика. Ну, очки раньше делали не как сейчас там. Китайских-то вообще не было. То есть заказывали. И вот одна была оптика вот здесь вот. Вот она и осталась, да, как бы. А вторая оптика, где можно было очки заказать, это вот раньше была городская баня у нас в центре, да, за Туярой, за магазинами ткани, туда, вот там была вторая. Кстати, что-то я хотел сказать. Насчет цен, да, Фикс Прайс. То есть, ну, вот там, допустим, зеркало 180 рублей, а у нас оно уже стоит 300, что-то 5 рублей. То есть, представляете, на 25 рублей дороже. То есть практически, ну, процентов 40, да? Вот так все оно дороже. Хотя, я не знаю, но это что, это логистика такая дорогая или что это? Это содержание здесь этих магазинов такое дорогое, чем там. Ну, короче, жизнь тут дорогая, поэтому все дорогое. Хотя зарплаты как бы особо-то не фантастические такие, как бы, ну, у большинства работающих. Зарплаты как-то повышают, но, по-моему, это повышение зарплат никак не соответствует росту цен. Вот масло, допустим, да, масло как сильно подорожало. А без маслица-то куда? Никуда. Без яичек куда? Никуда. Не выживешь. Тут у нас тем более север. Надо обязательно белок кушать.
молочка тут вообще естественный продукт. Это как бы тут благодаря коровам-то и выживали люди, оленям там и так далее, мясу, рыбе. А все это подорожало и очень хорошо. Так. Ну вот, дошли до еще одного перекрестка. Это перекресток улицы Петра Алексеева и улицы Лермонтова. С этой стороны здесь Бабилон, торговый центр, шаурмячная, номер 1 назвали. А с этой стороны торговый центр Олимп. А здесь вот тут двухэтажки были деревянные, вот уже построили, смотрите. Какой-то дом строят здесь. Что-то будет. Наверное, тоже торговый центр. Мне так кажется. Так, все. Вон, смотрите, кто-то даже на велосипеде ездит. Ну, у нас тут ребята такие, как говорится, ребята катаются в любую погоду, даже в минус 40, без проблем на великах. Привычные, да, адаптированные к холоду. Хотя тоже, с другой стороны, когда сильный холод, то двигаться интенсивно, обмен легких-то увеличивается, и, соответственно, можно запросто получить воспаление легких. Запросто. Поэтому надо очень осторожно, особенно в мороз за минус 40. Что для Якутска это естественная. Ой, какую вывеску большую сделали. Стоматология написали. А тут, кстати, на Свердлова есть стоматология, как это называется, государственная. А улица Свердлова вот тут вот. Сейчас мы до нее, я думаю, дойдем. Люди, вот, видим, идут с работы. Сегодня у нас понедельник, 11.11. Так, ну вот тут, смотрите, вот там церковь, вот это вот здание церкви было. Сейчас там не церковь, а другие какие-то фирмы находятся. Вот тут был скверик. И что мы видим взамен этого скверика? Вот возвели вот такое вот строение непонятное. А был скверик. Как мы видим, тут улица довольно интенсивная, и крайне не хватало, да, вот такого скверика, чтобы можно было посидеть тут, отдохнуть. Ну и, естественно, деревья — это естественная защита от машин, от шума, пыли, грязи. Так, а его скверик этот убрали и вот построили вот такую домину, которая уже тут сколько времени стоит. Вот тут натуральные продукты продают, ферма. Ну там масло. Кстати, интересно, что масло стоит. Зайти, что ли? Что-то народу много. Так, тут не видно. Ну, люди после работы, естественно, за продуктами стоят. А вот здесь вот теплая остановка. Вот в таких остановках якутяне спасаются. Вот сидят они, греются. Вот тут даже выпечку продают какую-то, смотрите. Ну, я бы сказал, цены тоже такие. Ну, не бюджетные цены, не маленькие, дорого. Кто-то потерял варежки красивые. Ну и вот мы дошли до улицы Свердлова. Вот тут вот с этой стороны, получается, слева, и тут внутри квартала находится зубная поликлиника, стоматология городская, муниципальная,
государственная, как ее назвать. Так. 4, 3, 2, 1. Старт. Пошли. Какой-то гравий мелкий рассыпан. Может быть, его специально тут рассыпают вот на перекрестках. Или это просто он куда-то взялся сам по себе. А вот здесь вот фирменный магазин Якутского хлебокомбината. Хлеба. Тут можно продукты. Ну, хлеб купить ихний. А опять хлеб-то тоже у нас, ё-моё, блин. Что-то я этот батон нарезной видел и за 100 рублей, и за 120 рублей. Что-то не поймешь. Кто как хочет, так и продает. Сейчас. Цены. Хотя хлеб-то является, в общем-то, как основным продуктом. Даже батон, я думаю, тоже относится к этой категории. Мало того, что буханка обычная кирпич, да, как классика, да, основная, как батон тоже, я думаю, с чаем-то батон нормально будет. Или что у нас уже батоны тоже роскошью стали, что ли? Я не думаю. Все время он, всю жизнь я помню, батон-то этот стоил, ну, чуть дороже, чем буханка хлеба, по-моему, да, кирпич классический, да, 800-граммовый